В дни летних каникул школа номер 8 не пустует. Каждое утро сюда приходят порядка 200 детей. Одни в центр дневного пребывания, другие в трудовые объединения. 60 ребят наводят порядок на территории школы, облагораживают кустарники, выполняют плотнические и нетрудоемкие строительные работы. 30 подрабатывают по линии Центра занятости населения, столько же посещают трудовые объединения, где предусмотрено одноразовое питание. Среди ребят, желающих заработать, есть и старшеклассницы, устроившиеся вожатыми в дневной лагерь. Я в трудовом лагере работаю, конечно, не первый год, а вожатой работаю впервые. Ну, конечно, сначала было страшно, как бы идти, думаешь, дети тебя не послушаются, будут баловаться, а наоборот, я пришла, они как бы, дети меня вообще любят, они пришли, то есть я пришла, было весело, мы с ними играли. Прикольные дети. Вообще, как собираешься провести летние каникулы остальные 2 месяца? Даже не знаю. Наверное, после этого лагеря буду отдыхать. И свои дома есть. С ними сестренка как раз выпустила с садика, и все лето будет дома. С ней будем заниматься. Центр дневного пребывания при школе номер 8 посещает 110 детей. 20 из них – воспитанники детской музыкальной школы. При наборе в лагерь особое внимание уделяется школьникам из многодетных и малообеспеченных семей. Каждый новый день начинается с зарядки на свежем воздухе, что, несомненно, дарит ребятам бодрость и хорошее настроение. Развлекательная программа предусматривает походы в культурные заведения, прогулки по городу. В школьной столовой дети завтракают и обедают. Выделяется на одного ребенка 100 рублей в день. Завтрак и обед. Меню разнообразное. Проводим это витаминизацию, фрукты даем каждый день. Дети очень довольны. Ходят с удовольствием. Я хожу в лагерь 5-й год. Нравится тебе здесь? Да. Что больше всего нравится? В столовой, когда мы ходим куда-нибудь. Куда вы успели уже сходить вот в эти дни? В ЦДТ. Я еще во 2-й год сходила, в том году. И мне очень понравилось, и я снова пришла сюда. А чем тебе нравится школьный лагерь? Потому что здесь весело, можно ходить в кинотеатры, здесь природа, можно рисовать, сидеть играть. В этом году Центр дневного пребывания организованы в 10 образовательных учреждениях. Смена длится 21 день. В некоторых школах Центры дневного пребывания имеют определенную направленность. Дети смогут не только отдохнуть, но и получить дополнительные знания и навыки. Луиза Мустафина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.